Добрый день, уважаемые эксперты и участники конференции. Я Иванова Нина, ученица 11 класса Дюбшинской средней школы Усть-Талданского ЛУСа. Позвольте мне представить свою работу. Тема работы – особенности структуры загадок о природе и природных явлениях на материале русских и якутских народных загадок. Загадки – это понимание окружающего мира, отражение видения народов. Загадки, выраженные в поэтической форме, как жанр, имеют своеобразную структуру. Анализ логической, семантической и поэтической структуры загадок связан с проблемой изучения национальной специфики народа. Целью работы является выявить особенности структуры якутских и русских загадок о природе и природных явлениях. Материалами исследования послужили сборник Дмитрия Николаевича Садовникова «Загадки русского народа» и сборник Сарданы Полтоновны Аюнской «Сахата Абрыннара». В ходе работы используются методы статистического сравнительно-сопоставительного анализа материала, метод семантической и поэтической классификации и сплошная выборка из лексикографических источников. В первой главе мы рассмотрели происхождение загадок и изучили научные труды русских и якутских ученых-фольклористов. Во второй главе проанализировали логическую, семантическую и поэтическую структуру загадок. При классификации русских загадок по темам выделили 3 темы. Всего 422 загадок о природе. В якутских загадках природы и природные явления 590 загадок. Мы проанализировали простые и сложные по структуре загадки. В ходе классификации конкретных и абстрактных загадок выявлено 520 конкретных по характеру загадок. Выявили продуктивные метафоры на примере якутских народных загадок. Классифицировав русские и якутские загадки по темам, мы пришли к выводу, что образная часть в русских и якутских загадках в основном строится вокруг концепта «человек». Мы выделили 8 тематических сопоставлений. Отличием темы в русских загадках является вероисповедание человека, в якутских загадках – сватовство. Проанализировав семантическую структуру, мы выделили 6 кодов – астрономический, цветовой, предметный, зооморфный, антропонимный и числовой код. Наиболее часто в русских и якутских загадках используется астрономический код. По семантике и кодированию русские и якутские загадки делятся на 2 группы. Это загадки, которые загадываются одинаково, и загадки, которые загадываются по-разному. Загадки, которые загадываются одинаково, это группа загадок, показывающие универсальность человеческого мышления. В разных загадках доминирует национально-культурная и языковая специфика народов. Анализировав поэтическую структуру загадок, мы выявили использование следующих поэтических троп: метафора, эпитет, олицетворение, метонимия, синтаксический параллелизм и сравнение, а также в качестве листического приема прямой вопрос. Особенно широкое употребление как в русских, так и в якутских загадках имеет метафора. При анализе метафоры в загадках выделили 6 основных, наиболее распространенных типов или способов образования. Наиболее часто встречаются первый и второй тип соответственно. Предметы сопоставляются на основе их общего внешнего сходства, и предметы сопоставляются по цвету. По отличительному признаку в якутских загадках прослеживается широкое употребление слов-архаизмов в качестве метафор. По результатам исследования разработан сборник «Структурный анализ русских и якутских загадок о природе и природных явлениях» в таблицах. Сборник разработан на основе онлайн-сайта Крило. Он состоит из 4 разделов. Например, 3 раздел «Анализ семантической структуры якутских и русских загадок» состоит из 8 подразделов. Например, 3 подраздел «Семантический анализ астрономического кода в загадках». Здесь вы увидите анализ астрономического кода сопоставления русских и якутских загадок. 4 раздел «Поэтика загадок о природе и природных явлениях» состоит из 7 подразделов. Таким образом, загадки как особый жанр фольклора имеют большое познавательное и воспитательное значение. В настоящее время образы загадок помогают запечатлеть многовековую историю народа, его быт, мировоззрение и языковую картину мира. Они становятся основой для развития фольклора. Спасибо за внимание.